Значит, на сегодняшний день по статистике, имеющейся у нас, в Гагаузии насчитывается порядка 130 тысяч голов овец и порядка 17 тысяч голов коз. Надо признаться, что информация, наверное, не полная, и вы знаете почему. Потому что не все регистрируют, не все сдают ту информацию о действительном наличии поголовья. Но это одна из задач, над которой мы сегодня работаем. И та работа, которая и сегодня будет проведена, то общение, открытый обмен опытом, мнениями, я думаю, что один из шагов в нашей совместной работе. Вообще не делается. Поэтому мы имеем и такой молодняк, получаем и прочее. Но прежде всего мы ожидаем того, чтобы ассоциация овцеводов и козоводов в Гагаузии начала уже свою работу. В принципе, она создана. Мы ждем от того, чтобы этого сплочения между всеми представителями и членами ассоциаций. Сейчас уже новый состав исполкома и Главное управление агропромышленного комплекса будет более устойчиво работать в этом направлении и совместно с ассоциацией внедрять те проекты, которые мы для себя наметили. Я хочу отметить, что есть проект ТИКа и есть очень хороший опыт Турецкой Республики в рамках развития животноводческого комплекса. И мы думаем, что путем этих проектов наши овцеводы и козоводы наберутся того необходимого опыта для того, чтобы достойно работать на рынке Республики Молдова и также участвовать и в зарубежных рынках. Потому что я думаю, что потенциал и основной конек развития нашей экономики региона, это касается животноводческого комплекса, именно ассоциации овцеводов и козоводов. Есть система поддержки, я думаю, что и поддержка будет со стороны и исполкома. Мы думаем, в будущем году уже предусматривать конкретные проекты. То есть развивать эту, скажем так, проектный портфель для овцеводов и козоводов. Но самое главное, чтобы эта ассоциация работала, была площадка, платформа, где мы будем все обсуждать и все проблемы, которые будут возникать, их решать. Субсидии на этот год планируют поддержки именно овцеводов и козоводов для конструкции и реконструкции ферм. 50% из стоимости инвестиций сделаны, 50% из стоимости оборудования и 70 лей на килограмм на покупку овец и козочек, и 100 лей на килограмм на покупку баранов и козлов. Это поддержка в плане субсидий, поддержка со стороны государства. Плюс еще есть поддержка на переработку продуктов животноводческого происхождения. Если сейчас проблема состоит именно в этой области, именно переработка. Это очень хорошо, когда объединяются фермеры и делают свою переработку. Это очень важно для того, чтобы продукт попал на полках, на прилавках магазина, чтобы это был хороший продукт, качественный продукт и подан красиво. Наш покупатель любит еще, чтобы все это было чисто и красиво.